Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я и мои коллеги из службы новостей готовы подвести итоги и рассказать о самых главных событиях в нашей стране. И сегодня в выпуске. Репортаж Первого канала об итогах минувшего курортного сезона и перспективах развития туристической отрасли Абхазии. В республике участились случаи пожаров в домовладениях. В чем их причина? Несоблюдение норм противопожарной безопасности или несчастный случай? Уже несколько дней, как жители улицы Чанба, сел Дзюгта и Баслата, а также частично района Турбазы без питьевой воды. Благотворительный фонд Ашана продолжает сбор средств на экстренную операцию подопечной фонда Асланы Джинджолья. Президент Аслан Бжаня отбыл с рабочим визитом в Москву. Как сообщает пресс-служба главы государства, Аслан Бжаня проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации. Своя туристическая победа у Абхазии. Такими словами охарактеризовал ведущий новостей Первого канала курортный сезон 2021 года. В этом году нашу страну посетили 1,5 миллиона человек. Республика в пятерке самых популярных у россиян направлений для отдыха. В интервью Первому каналу президент Абхазии Аслан Бжаня подвел итоги туристического сезона и поделился планами на будущее. Смотрите репортаж, подготовленный нашими российскими коллегами. В лучах закатного солнца море и возвышающиеся над ним горы обладают особенной чарующей красотой. Любоваться этой картиной в резиденции главы Абхазии можно бесконечно. Пейзажи, которые влекут сюда сотни тысяч российских туристов. В этом году Абхазия стала для россиян одним из самых популярных направлений. Если судить по цифрам, этот год обещает стать особенным для туристической отрасли Абхазии. Как бы вы оценили итоги курортного сезона? На самом деле этот год оказался в плане количество посетивших Абхазию рекордным. Если говорить о цифрах, это примерно 1,5 миллиона гостей. Мы этому обстоятельству очень рады. Курортная отрасль для экономики Абхазии имеет ключевое значение. И, конечно же, будем предпринимать усилия для того, чтобы в будущем году к нам приехало больше, чем в этом. Первозданная природа, исторические памятники и близость к России. Именно это, наряду с особым шармом, который окружал здешний курорт еще с советских времен, и делает Абхазию таким уникальным местом для отдыха. В советское время было очень, скажем так, престижно отдыхать в Абхазии. Здесь находились лучшие объекты. Это Пицунда, Гагра, Новый Афон. Другая причина состоит в том, что у нас все-таки по сравнению с другими туристическими странами дешевле, значительно дешевле. Еще одна причина, по которой к нам приезжают российские туристы, это то, что здесь все говорят на русском языке. Потом традиционно абхазы гостеприимные. Мы неплохо сохранили нашу экологию. Вода у нас здесь очень чистая. У нас нет никаких выбросов промышленных предприятий. В этом смысле можно говорить о девственной чистоте. Ну а чтобы привлечь сюда еще больше туристов, власти республики надеются упростить пропускной режим на границе и возобновить воздушное сообщение с городами России. Сухумский аэропорт, он один из лучших аэропортов был в советское время. Там требуется ремонт. Мы сейчас этим занимаемся. Авиационные власти Российской Федерации в реализации этого проекта нам помогают. Мы планируем, что в 2024 году воздушное сообщение между Абхазией и некоторыми российскими городами будет возобновлено. И такое же состояние дел у нас в плане морского сообщения. В советское время ходили круизные корабли, ходили катера. И пришло время, на мой взгляд, все это восстановить. После развала СССР развитие Абхазии затормозилось, но постепенно здесь начинают появляться проекты, способные вывести туристическую сферу на новый уровень. У руководства республики амбициозные планы относительно здешних курортов. Думаю, что 3-5-кратное увеличение в ближайшие 10-15 лет – это то, что может быть реализовано. И это соответствует чаянию наших народов. Люди должны общаться, люди должны чаще бывать друг у друга в гостях. Нам нужно строить мосты, а не препятствия.
Я так думаю, это мое мнение. И мнение большинства жителей Абхазии. Такого же мнения придерживаются и туристы из России. Уже сейчас многие отели в Абхазии забронированы на новогодние праздники, поэтому к концу года туристический поток здесь может побить очередной рекорд. Павел Краснов, Дмитрий Попков, Павел Волконский, Равиль Мингалеев, Егор Шелепов и Игорь Гафонов. Первый канал. Абхазия. По факту убийства Астамура Ардзенба, имевшего место 20 октября в селе Аацы, прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело в отношении Рената Почалия и иных фигурантов дела, сообщается на сайте Генпрокуратуры. По версии органа предварительного следствия, Почалия Ренат Тимурович, вооруженный незаконно приобретенным при неустановленных обстоятельствах автоматом системы Калашникова с боеприпасами, совместно с друзьями Смырги, Зердава, Отрыба и Ардзенба, также вооруженными 2 автоматами системы Калашникова и 2 пистолетами Макарова, на приусадебном участке домовладения Отрыба, пытаясь пресечь хищение оборудования по добыче криптовалюты со стороны не менее 5 лиц, стали стрелять. При этом Ренат Почалия, осознавая общественную опасность своих действий при производстве выстрелов с близкого расстояния, совершил убийство Астамура Ардзенба. Медики российского военного мобильного многопрофильного госпиталя, развернутого в Сухуми 18 августа, приняли на лечение и консультацию более 1000 жителей Абхазии, заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Южного военного округа. В данный момент на лечении находится 95 человек, 310 пациентов уже выписаны. В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено более 4000 различных исследований, в том числе свыше 2500 ПЦР-тестов, порядка 1000 обзорных рентгенограмм грудной клетки. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов. Во всех общеобразовательных учреждениях республики 25 октября начались осенние каникулы. Разговоры о том, что каникулы продлены еще на неделю, не соответствуют действительности. Как отметил в интервью нашей программе руководитель пресс-службы Министерства просвещения Аслан Кутелия, на данный момент эпидситуация в школах стабильная, поэтому распускать детей на более длительный срок нет необходимости. Вопрос о продлении каникул будет рассматриваться только в случае увеличения количества заболевших. Министерство просвещения и языковой политики еженедельно получает информацию со всех районов, где есть количество заболевших учителей, учеников, сколько вакцинированных, сколько классов закрыты, какие школы закрыты. То есть мы можем сказать, что минимальное количество заболевших, да, конечно же, к сожалению, есть заболевшие, но их не так уже много, исходя от количества, если даже брать процентно. То есть, если у нас учащихся 29 тысяч, то заболевших около 200 человек. Это учеников, а если про учителей, то из 4000 около 100 человек только болеют. О том, что говорят двухнедельные каникулы, это не соответствует действительности. Специалист по публичным коммуникациям из России Татьяна Баева провела мастер-класс для представителей пресс-службы Абхазии. Татьяна работала пресс-секретарем Всемирного фонда дикой природы России. Была пресс-секретарем и советником губернатора Ненецкого автономного округа, пресс-секретарем руководителя Департамента информационных технологий Москвы. На встрече обсуждались актуальные проблемы сотрудников пресс-служб, формы, средства и особенности взаимодействия со СМИ, специфика подачи материала и принципы написания текстов от заголовка до последнего абзаца. В заголовке нужно четко и коротко понять вообще, что произошло, да? Что произошло, чем он будет короче, тем лучше, это тоже факт, но при этом вы должны зацепить читателя тут же на старте, то есть это довольно сложная задача. Вот. Дальше идет лид-абзац, да, это вот та самая вещь, до которой доживают там, практически 90% журналистов, получивших ваш релиз. Да? Вот в этом лид-абзаце, который обычно состоит там, из 2-3 предложений, вы полностью раскрываете суть инфоповода. То есть там должно быть классика, там, что случилось, где, когда, да, и пара цифр. Вот по сути дальше можно не читать. И ваша задача вот так писать новости, чтобы из заголовка и из лида было уже понятно вообще, что произошло.
В республике за минувшие сутки произошли 2 пожара. В селах Джгярда и Дранда сгорели частные дома. К сожалению, на этот раз не обошлось без жертв. В одном из пожаров погиб хозяин дома. В чем причина возгорания? Несоблюдение норм противопожарной безопасности или несчастный случай? Выясняла Алика Трапш. 24 октября в селе Джгярда загорелся частный двухэтажный дом. К тушению огня были привлечены 2 пожарных расчета. Усилиями пожарных удалось спасти от огня большую часть комнат на первом этаже дома. Второй этаж выгорел полностью. А вот пожар в частном доме поселка Дранда, произошедший несколько дней назад, унес жизнь хозяина дома. По данным МЧС Абхазии, за 9 месяцев текущего года количество пожаров с материальным ущербом в жилом секторе составляет 75, без материального ущерба 124, смертельных исходов 5. Спасатели выделяют сразу несколько основных причин возгорания в домах. Нарушение правил монтажа электрооборудования, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, также перенапряжение в электрических сетях. Очень часто бывают пожары, сталкиваемся с неправильным устройством печей и дымоходов, то есть несвоевременная их очистка и эксплуатация, а также и монтаж. После поступления вызова на пульт дежурного пожарные расчеты в течение 1 минуты выезжают на место происшествия. Если очаг возгорания небольшой, огнеборцы справляются со стихией быстро. Но в случае, когда огонь распространяется моментально, не всегда пожарным расчетам удается потушить пламя. Сложность в тушении заключается, конечно же, в первую очередь из-за дальности расстояний и время прибытия. Естественно, пожар набирает за это время обороты и охватывает большую часть жилых строений. Также сложности в том, что отсутствие, должного водоснабжения и приходится тушить пожар методом подвоза воды. Специалисты МЧС отмечают, что в основном возгорание и пожары в домовладениях происходят с наступлением холодов, когда максимально включают электроприборы в сеть, при этом пренебрегая правилами пожарной безопасности. Первое. Старая ветхая электропроводка, и много потребителей подключается, естественно, не выдерживает уже проводка. Неправильная прокладка, монтаж электрооборудования, перенагрузки. Допустим, электропереноску, подключают много приборов. Сечение не соответствует потребляемой энергии электроприборов, естественно, приводит к аварийной такой ситуации, что способствует возникновению пожара. В основном в сельской местности при наступлении холодов, естественно, начинают люди отоплять свои жилища твердым топливом. В частности, это дрова, Поэтому перед тем, как приступить к отоплению, необходимо зачистить дымоходы, проверить их на наличие пробоев. Есть специальные правила перед эксплуатацией, надо их побелить, покрасить, чтобы убедиться в том, что они герметичны. Причиной пожара может быть и умышленный поджог, но по данным МЧС республики таких случаев все меньше. А в этом году и вовсе не наблюдаются. МЧС вновь напоминает всем гражданам о необходимости соблюдения норм пожарной безопасности. Обращаясь к жителям и гостям Республики Абхазия, не пренебрегать правилам пожарной безопасности, ведь это все в итоге может привести к серьезным последствиям. Поэтому соблюдать самые необходимые меры безопасности и обезопасить себя, в первую очередь, и своих же близких. Вовремя починить розетку, заменить электропровода, вычистить вытяжку, прежде чем затопить печь. Это правила, несоблюдение которых могут дорого обойтись человеку. Алика Трапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Уже несколько дней, как жители улицы Чанба, сел Дзюкта и Баслата, а также частично жители района Турбазы остаются без питьевой воды. Причина – вышедшие из строя насосы на Киласурской водонасосной станции. Сейчас инженеры водоканала занимаются ремонтом сломавшегося насоса. Одновременно с этим решается вопрос водоснабжения населения. Репортаж Сарии Кварацхелия. 2 перекачивающих насоса для усиления резервуара ЦН 1000 на 180 вышли из строя на Киласурской водонасосной станции вечером 22 октября. На одном сломался вал, на другом – турбина. Там так случилось, что подшипниковый узел, он буквально за 1 ночь вышел из строя. Может, подшипник заклинил. Это тоже все покупное изделие. Покупные изделия, может, некачественные были подшипники, которые мы ставили, хотя мы за день до этого поставили новые. Внутри турбины она вышла из строя, но она давно уже изнашивалась, там уже дырки были, дырки обнаружились. Не то чтобы это те вещи покупные, которые мы руками здесь не можем их что-то делать. Потому мы каждый день не можем открывать этот насос, вскрывать крышку.
заглядывать туда. Это связано с остановкой самого агрегата. В связи с этим без подачи питьевой воды остались жители улицы Чанба, села Дзукта, Баслата. А в районе турбазы вода не поднимается на верхние этажи многоэтажных домов. На сегодняшний день инженеры водоканала занимаются устранением проблемы. А поврежденные детали турбинной части отвезли в СВТИ на ремонт. Мы вообще 3 отвезли, чтобы из 3 хотя бы 2 собрать. Но там тоже свои сложности есть в разборе. Там 2 турбины стоят, которые собираются, они запрессованные, на заводе запрессованные. Специальным оборудованием, специальными станками. А вот здесь кустарно попытаемся, вот они тоже сказали, попытаемся, но при разборе, при распрессовке, вот эти рабочие, они из чугуна сделаны, это литье. Они могут лопнуть просто-напросто. Всю технологическую цепочку надо выдержать. Завтра к вечеру, скорее всего, уже будут отреставрированы. Послезавтра начнем собирать. Ну, как только получим, сразу начнем собирать, как бы ни днем, ни ночью. Задержки не будет со стороны, значит, водоканала. Решается вопрос заказа нового насоса для Киласурской водонасосной станции на заводе «Свердмаш». По словам специалистов, это редкие насосы и в наличии их нет. Время изготовления – 90 дней. А резерва у вас никакого не было? Или... Ну, вот 2 насоса подразумевает. Один насос работал, другой дублер, значит. Они у нас одновременно, почему-то один встал, потом мы запустили второй, и через 2 дня, пока месяц отремонтировался, второй тоже вышел из строя. Мы механизмы не можем защитить насоса, допустим, там мы можем защитить только, допустим, двигателя, а механизмы как защитить? Там не гидроудар, там ничего такого, просто износ. Хотелось бы извиниться за такой дискомфорт. Все, что от нас зависит, на самом деле мы реально все делаем. Технического решения по временной схеме подачи питьевой воды нет, добавил Даур Пачкори. Не позволяют мощностя, имеется в виду насосов, да, которые с Гумисты перекачивали бы сюда на 180 метров в высоту на 6-й резервуар. Это просто исключено. На время прекращения подачи питьевой воды водоканал будет привозить воду жителям вышеназванных районов. Сария Кварцхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Благотворительный фонд «Ашана» продолжает сбор средств на экстренную операцию подопечной фонда Асланы Джинджоли. Девочка нуждается в замене телескопического штифта в ноге. Стоимость операции составляет 1 600 000 рублей. Маленькая Аслана Джинджоли вновь нуждается в помощи. В Абхазии многие знакомы с ее историей. Фонд «Ашана» помогает ей уже 9 лет. У девочки несовершенный остеогенез, очень ломкие кости. За спиной у Асланы 23 курса терапии, 4 сложнейших операции. В 2018 году девочка неудачно упала и сломала ногу в районе голени. Тогда все неравнодушные люди собрали необходимую сумму на экстренную операцию, во время которой Аслане установили телескопический штифт. За 3 года девочка выросла. Штифт согнулся и вызвал деформацию ноги в районе голени. Для комфортного передвижения и избежания необратимых последствий ее здоровья Аслане необходимо установить новый штифт диаметром больше. Сейчас остро необходимо сделать операцию по замене телескопического штифта. Не можем мы делать много упражнений не можем делать, потому что он согнулся. И мы не можем дать нагрузку, давление на ноги. Много активных упражнений мы не можем делать. Уже 4 года Аслана проходит реабилитацию в Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями. Несмотря на тяжелый недуг, девочка очень жизнерадостная. Аслане сейчас 11 лет. Она ходит в школу, учится в 4 классе. Я люблю абхазскую литературу и рисование люблю. Скажи, Аслана, какая у тебя самая большая заветная мечта? О чем ты мечтаешь? Это стать врачом. Педиатром хочешь стать, правильно? Да. А почему ты именно эту профессию выбрала? Ну, потому что мне помогает. Стоимость операции по замене телескопического штифта Аслане Джинджоли составляет 1 600 000 рублей. Эта сумма неподъемная для семьи, и без помощи добрых людей им не справиться. Еще раз обращаюсь к вам помочь Аслане на операцию. Операция стоит 1 600 000. Сумма не маленькая, сумма очень большая. Но я очень надеюсь, что все соберется.
Каждый из нас может сделать жизнь Асланы Джинджоли намного легче и ярче, чтобы девочка могла жить полноценной жизнью, бегать и играть наравне с другими детьми. Каждый в силу своих возможностей может сделать пожертвование для маленькой Асланы Джинджоли и подарить ей счастливое и здоровое детство. Если у нас есть такая суперспособность давать маленьким людям шанс, то большая глупость ею не пользоваться. И я хочу призвать, попросить в очередной раз, в 24-й раз снова помочь Аслане Джинджоли, потому что на самом деле вклад в ее здоровье – это вклад в наше будущее. Потому что каждый маленький человек – это и есть в итоге вот то большое будущее, к которому мы идем. И делать добро легко и приятно. Ничего сложного я не прошу. Я прошу абсолютно любую сумму, которую вы для себя представляете возможным, пожертвовать маленькой Аслане Джинджоли, потому что вряд ли что-то важнее и полезнее мы можем сделать. Самый легкий и доступный способ помочь Аслане Джинджоли – отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах пожертвований можно узнать на официальном сайте КБФ Ашана. Аля Катрапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Пресс-служба РУП «Черноморэнерго» сообщает, что во вторник, 26 октября, часть Абхазии останется без подачи электроэнергии. С 10 до 12 часов будут отключены подстанции Агудзера, Синоп, Баслат, Цабал и Епит. С 10 до 16 часов будет отключена подстанция Дранда. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, во вторник, 26 октября, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла. Температура морской воды плюс 20 градусов. На этом информационный выпуск Ам Шившара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.